Рабочее совещание по религиозным вопросам в Магасе провел Юнусбек Евкуров. В Назране состоялось открытие Центра поддержки предпринимательства. Сегодня Международный день белой трости. Расскажем о мастере Хамборе Манкиеве. Добрый вечер, это новости 24. Рабочее совещание по религиозным вопросам в Магасе провел Юнусбек Евкуров с участием исполняющего обязанности руководителя администрации главы Магомедом Ендиевым, начальником управления по внутренней политике Муслимом Ендиевым и сотрудниками управления по делам религии. Глава республики сделал ряд замечаний присутствующим касательно деятельности управления. Он поручил ежемесячно проводить встречи с духовенством, общественными религиозными деятелями и имамами всех мечетей. Юнусбек Евкуров считает, что поводов для дискуссий достаточно. Это позволит своевременно улаживать недоразумения и разногласия, которые возникают в обществе. Повесткой таких встреч могут также стать даты из мусульманского календаря. Также руководитель региона сделал замечание по поводу совершения коллективного пятничного намаза. Он поручил всем сотрудникам управления совершать пятничную молитву в разных мечетях, общаться с прихожанами, слушать проповеди, но не обсуждать мирские дела в стенах мечети. Также он призвал участников совещания активно участвовать в телевизионных проектах на религиозную тему, разъяснять сомнительные для людей моменты. Также глава Ингушетии провел встречу с Абу Хадаевым, имамом селения Аки-Юрт. Обсудили текущие вопросы. Религиозный деятель обратился к руководителю региона по ряду проблем села. Хадаев также передал от односельчан слова благодарности за дорогу, которую по поручению Юнусбека Евкурова заасфальтировали в центре села. Глава сообщил, что в ближайшее время в некоторых населенных пунктах Малгобекского района будут построены детские сады, фоки, дома культуры. В частности, в Аки-Юрте, селениях Инарки и Сагапши. Уже ведется работа по детским садам. Юнусбек Евкуров пообещал оказать содействие в решении ряда социальных проблем села, в том числе и по развитию АПК. Nagasan ogine ishton iqaschi bolqala cho'lchiga maselga bir xil aldirisi dalbishbar naqduq cho'l satisini isht naqan ishi ne ma bir halqin saduq bitsin bir del qiyetim saçık beydiris alhamdulillah dalendeli perska dina naqinda muqshib dalendeli perz guchol sadik Аки-Юрти Инарки, Малгобеки, وسادك طبعا سادكي سبارتنا أبليك تحولت уже Аки-Юрти социально أبليك фабки, школы, садик, гидалендели, фокуги, ау, когда ходнара, двоганилди, жалилди, чисто крестьянское хозяйство хамия, малое среднее предпринимательство хамия. Малый цех и крыл хами жму помощь хайчу, живёшь паргат даву, лявли атаходы. Я богом будет. В Назране состоялось открытие Центра поддержки предпринимательства, на базе которого начинающие и действующие предприниматели совершенно бесплатно смогут получить консультации опытных экспертов по вопросам бизнес-планирования, оптимизации налогообложения, ведения бухгалтерии, маркетингового сопровождения, правового обеспечения деятельности, привлечения инвестиций и других вопросов, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. На открытии присутствовали председатель правительства республики Игорь Храновский, зампред точнее, и министр экономического развития Малат Таршхоев. До конца текущего года в центре планируется провести ряд семинаров и обучающих программ. Экипаж из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка России «Ралли Ингушетии-2017». Накануне в Ингушетии прошли автогонки, которых ждали. 28 экипажей со всех уголков России опробовали подготовленные маршруты. За соревнованиями внимательно следили наши корреспонденты. Сегодня предлагаем посмотреть сюжет в деталях. На площади Алания в вечерний час как никогда многолюдно. Здесь собрались любители скорости, драйва и рева двигателей. За час до открытия гонок для всех зрителей подготовлена концертная программа.
Самый главный автомобильный праздник не только республики, но и всей страны начинается бурно. Болельщики пришли с транспарантами поддержать и поприветствовать любимые команды. Перед официальным открытием ралли глава Ингушетии Юнусбек Евкуров пожелал удачи всем участникам, а болельщикам красивого зрелища. Когда первый раз мы провели кубок по авторалли, очень много было отзывов со стороны, особенно по нашим горным дорогам, по горным пейзажам, по красотам. Люди с восхищением отзывались, и уже на второй или третий наши турниры, те, которые там с восхищением говорили про нашу республику, они уже сами сюда приезжали, воочию это все наблюдали. Надеюсь, что организаторы делают все, чтобы участникам было комфортно, хорошо, чтобы жителям республики тоже было приятно смотреть на эти авторалли. К пожеланиям удачного старта и яркого финиша присоединились депутат Государственной Думы России Алихан Харсиев и директор ралли Тимур Кафаров. Хочется пожелать всем спортсменам безаварийной трассы, чтобы они остались довольны и уехали по регионам, вспоминали Ингушетию, вспоминали наше население. Именно в Ингушетии, на ее дорогах, будет решаться судьба тех гонщиков, которые ехали весь сезон, в течение всего сезона, с января по октябрь месяц, они соревновались на трассах всей России. И вот наступает, пожалуй, самая ответственная и волнительная часть церемонии торжественного открытия. Старт финала Кубка страны ралли Ингушетия-2017 объявляет председатель Народного собрания Зелимхан Евлоев и Алихан Харсиев. Поехали! Финал Кубка России по ралли Ингушетия 2017 объявляется открытым. Финал Кубка страны ралли Ингушетия-2017 проходил на 5 спецучастках. В соревнованиях принимали участие 28 экипажей из различных регионов страны. Маршрут гонщиков пролегал по нескольким спецучасткам. Старт был в Магасе, далее Барсуки, Карабулак, Аки-Юрт, Старый Малгобек и Вежери-Юрт. Второй день соревнований традиционно открывал бывший спецучасток Ачалуки, хорошо известный, но сменивший название по территориальному признаку на Барсуки, поскольку расположен на территории одноименного сельского поселения. Здесь автомобильные заезды начались ранним утром. Гонщики оспаривали звание лучшего рейсера, в том числе и команда из Ингушетии. В общей сложности им предстояло проехать более 300 километров по песчано-гравийным участкам. Первым делом на трассу с протяженностью около 5-6 километров отправляется нулевой экипаж, а тем временем к своему старту готовятся и остальные участники. Среди них и наш земляк Хамран Миржоев, который в ралли принимает участие не в первый раз. Все нормально, трасса отличная, готовность стопроцентная, машина в порядке. Несмотря на то, что ралли – экстремальный вид спорта, на этом спецучастке проблемы возникли только у одного экипажа. Здесь каждый экипаж контролируется по своим постам – старт, финиш и стоп. Машин сегодня у нас по стартовке стартует 26 экипажей. Есть еще судейские нулевые экипажи, но за боевые они не считаются. Пока гонка идет хорошо, есть уже одни уши, экипаж ушел в обрыв, крутился несколько раз. А так все штатно, с экипажем все нормально. Ну а тем временем на старте участка в городе Карабулак проходят не менее зрелищные заезды. Участники подъехали к трассе протяженностью более 12 километров. Пока штурманы проверяют машины перед вторым стартом, пилоты поделились своими впечатлениями от трассы и ожиданиями от предстоящей гонки. Очень сложная гонка для нас. Попробуем доехать. В принципе, все в наших руках. Наши основные соперники трое сошли. Поэтому у нас задача только доехать. Впечатления хорошие, дороги приятные, очень гоночные, не портятся от прохождения машин. Мы лидируем в своем классе и занимаем на данный момент, наверное, 3-е место в абсолюте. Планируем как минимум удержать эти места, а то и улучшить. В ралли очень важно правильно стартовать, чтобы не потерять время в дальнейшем по прямой. Также здесь работает специальная группа, которая отвечает за соблюдение всех правил заезда. Старший судья спецучастка рассказал, как поэтапно происходит выезд на старт. На старте мы работаем таким образом. Подъезжает автомобиль, мы забираем у них контрольную карту. Контрольную карту заполняем, пишем им время старта, которые они должны будут уехать. Подставляем специальное оборудование для фиксации фальстарта.
Вот. И автомобили готовятся. На месте также работают представители всех дежурных служб. Охрана расставлена вдоль трассы и внимательно следит за безопасностью на треке. Не обойти здесь и без спасателей скорой помощи, которая дежурит на обочине в случае аварии. Ну а на финише все гораздо интереснее. Одной из первых с огромной скоростью мимо проносится ингушская команда ралли, на знакомой всем болельщикам «Лада Калине», вслед за которой с интервалом лишь в пару минут к финишу прибывают и другие участники. Спортивные автомобили высокой мощности, мчащиеся на предельной скорости по грунтовой дороге среди кукурузного поля, смотрятся весьма оригинально. Проехав буквально 100 метров от финишной черты, расположился судейский штаб, где участники ралли могут сделать остановку на некоторое время и в случае необходимости подремонтировать своего железного коня или же подкачать шины, как, например, команда из Краснодара. Мы немножко не угадали с шинами. Шины очень мягкие, они уже все, их практически нету. Поэтому сейчас нам еще один спецучасток проехать, и дальше замена шин будет у нас, сервис. Есть среди гонщиков и те, от кого удача на этот раз отвернулась. У экипажа из Екатеринбурга возникли технические проблемы с трансмиссией. Из-за неполадок с коробкой передач участники не могут ускориться до максимума. Пока они едут третьими, но это только полбеды. Часто приходится менять колеса. Очень много камней. Ну, скажем так, немного убойная для автомобиля. А так сегодня дороги очень интересные. А как вы считаете, до финиша доедете? Очень хотим. Далеко ехали. На второй секции, именно так называют в ралли второй круг, одними из первых прибывают Леонид Чернов и Виктор Климашевский. Экипаж из Новороссийска считается на соревнованиях самой старшей командой, которая гордо называет себя команда дедушек. Вместе нам 110 лет, шутит штурман, и посвящают дедушки эту гонку своим внукам. Нам здесь очень нравится. Я сюда приезжаю уже третий, Леонид четвертый раз. Здесь замечательные люди, здесь замечательное отношение к гонке. И вот участники соревнования переезжают на следующую промежуточную точку гонки в Малгобекский район. Старт в сельском поселении Аки-Юрт, финиш поселок Южное. Старт, несколько секунд, и автомобиль срывается за столбом пыли. На отдельных участках трассы Аки-Юрт Южные болиды достигают максимум своей скорости, а это почти 200 км в час, что требует от пилота недюжинного мастерства. Пока одни стартуют, другие участники заездов последние минуты изучают еще раз маршрут. Вчера и позавчера проезжали на обычных дорожных автомобилях по 2 раза каждый спецучасток. У нас есть дорожная книга, в которой есть карта, в которой есть детальная расписано детально, как, куда ехать, куда поворачивать на каждом спецучастке и между спецучастками. Соответственно, сейчас перед стартом так вспоминаю, освежаю в голове, чего у нас там на допе. Гравийная дорога очень опасна, тем более тут в холмистой местности много поворотов. Команду из Москвы подвела техника, что не редкость в этом жестком виде спорта. Обратный отчет и старт команда под номером 2 Mitsubishi Lancer, не проехав и километра, сошла с дистанции, опрокинувшись в кювет. Автогонки не оставили равнодушными и зрителей. Многие из них впервые в жизни могли понаблюдать за ними вживую. Гонки были очень прекрасные, интересные. Я пришел сюда с внуками посмотреть, как внуки, детям тоже интересно. Спасибо, кто это организовал. 15 минут и участок протяженностью 14 километров пройден. У каждого спортсмена своя тактика прохождения трассы и свой штурман, который ведет его по этой трассе. На высокой скорости в условиях ограниченной видимости штурман становится едва ли не главным действующим лицом в экипаже. Достаточно промахнуться мимо нужного поворота или дать неверную подсказку водителю, чтобы потерять шансы на победу. Прошла первая секция, наш экипаж справился хорошо, было много опасностей, но мы справились. Впереди еще целая гонка, надеемся на лучшее. Соперники все сильные, все достойны победы, будем бороться за призовое место. Закончив первый заезд по этой трассе, участники выходят на вторую секцию. Из 26 стартовавших машин до финиша доехали не все болиды. Выезжают всего 18 автомобилей. Каждая новая гонка – это новые города и страны. Так что помимо приобретения водительского опыта, участники гонок получают и просто удовольствие от новых мест и впечатлений. На этом соревнования на спецучастке Аки-Юрт Южное заканчиваются. Далее команды отправляются в город воинской славы.
После сервисного перерыва в Малгобеке участники готовятся штурмовать 3-ю и 4-ю секцию, которые состоят из нескольких проездов Старый Малгобек и Вежери-Юрт. Эти спецучастки проложены по одному участку дороги и имеют 4 смены вида покрытия – грунт, гравий, брусчатка и песок. Несмотря на то, что у гонщиков позади 3 сложных участка, стартуют они весьма резво. Стартует 26 экипажей. Общая протяженность этого спецучастка составляет более 120 километров. За безопасностью всей трассы наблюдает так называемый нулевой экипаж. Вскоре после небольшого перерыва участники ралли вернулись на исходную позицию. Солнце уже клонится к закату. Но несмотря на это, экипажи, включив фары своих автомобилей, продолжают колесить по грунтовке, приводя зрителей в восторг. В ходе последних заездов из соревнований выбыли сразу 3 экипажа. Вот так завершаются гонки в рамках финального этапа Кубка страны Ралли-2017. Пока судьи подсчитывают результаты соревнований, в городском сквере Малгобека для всех зрителей и участников устроили концертную программу. На торжественной церемонии закрытия и награждения победителей с приветственным словом в адрес всех участников финала Ралли-2017 обратился первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Аздоев. От главы республики хотел бы поздравить всех участников соревнования и жителей города-героя Малгобека с закрытием таких серьезных масштабных соревнований. Желаю вам удачи. Спасибо всем организаторам. В категории 1600Н третье место заняли Чернов Леонид и Виктор Климашевский. На втором месте Александр Дуденков и Ренат Набдулин. Ну а на первом месте в этой категории команда из Санкт-Петербурга. Победителей в категории 2000Н награждают министр финансов Ингушетии Бекхан Аздоев и глава администрации Малгобекского района Адам Тичоев. Третье место этой категории за командой из Перми. На втором месте команда из Москвы. Ну а на первом экипаж из Краснодара Николай Копырин и Юрий Бросалов. В абсолютном зачете третье место занимает команда «Лада Спорт Роснефти» Дмитрий Воронов и Александр Даниловский. На втором месте экипаж из Краснодара. Ну а на первом команда из Санкт-Петербурга Александр Осипов и Александр Андреев. После награждения всех победителей и призеров соревнований финальный этап Кубка страны Ралли Ингушетия-2017 завершил красочный салют. Юсуп Гелисханов, Новости 24. Из-за вовремя не заключенных договоров на поставку газа в 8-м микрорайоне Магаса было отключено сразу 6 домов. Сегодня адресно к несостоявшимся абонентам выехали первый зампред правительства Багаудин Аздоев, представители мэрии и МЧС. О том, как решили эту проблему, расскажет Мака Килиматова. 8-й микрорайон раскинулся в самом центре Магаса по проспекту Зязикова. Из-за незаключенных договоров на поставку газа было отключено 6 домов. Люди сетуют, что в доме холоднее, чем на улице, и не понимают суть самой проблемы. Первый вице-премьер Багаудин Аздоев, сотрудники мэрии Магаса и МЧС вместе с сотрудниками «Газпрома» приехали, чтобы незамедлительно решить вопрос и, наконец, запустить отопление в эти дома. Изначально ошибка была допущена самой газовой службой. По закону сначала должен был быть заключен договор на поставку газа и только после осуществлен запуск, но сделано было наоборот. К тому же большая часть потенциальных абонентов не хозяева, а квартиросъемщики. На улице глубокая осень, а потому решили проблему в буквальном смысле мобильно. Возможность мобильного офиса людям предоставляется возможность прямо здесь, на месте, в присутствии дома, заключить эти недостающие договора. Без этого невозможно. Это является полным нарушением настоящих требований. Эту новость жители микрорайона восприняли позитивно. Число желающих заключить договоры стало в разы больше. У мобильного офиса сразу начали собираться абоненты. Копия выписки, да? Все же? Да. А ВДГО договор? С кем? ВДГО договор ГИШа. Если все 3 стороны газового конфликта, администрация города, газовая служба и местные жители сдержат свои обещания, уже совсем скоро проблема будет исчерпана. Но все равно мы решили, чтобы с квартиросъемщиками заключить договора, чтобы они не сидели без газа. Хотел бы попросить службы МРСК, Газпрома, водоканала, чтобы такие мероприятия согласовывались с правительством, потому что это наше население, и каждый замерзший житель – это наш минус.
Теперь по этим трубам в дома жителей 8-го микрорайона наконец запустят долгожданный газ. Уже сегодня жители квартир смогут забыть об электрических обогревателях и плитах. В каждом доме, с хозяином которого был заключен договор, появится газ. Мага Келиматова, Рамзан Зурабов, Новости 24. Вот уже полвека в стране отмечают День работников пищевой промышленности. Эту дату традиционно празднуют в третье воскресенье октября. Пищевая промышленность, как один из способов импортозамещения, является приоритетным направлением развития регионов. В нашей республике уже успешно функционирует мясомолочный комплекс, который предлагает покупателям несколько видов продукции. Пастеризованное молоко, кефир, ряженку, творог, сыр и сливки. Также почти 90 лет завод минеральных вод «Очелки» выпускает лечебно-столовую воду, которая отличилась знаком качества 21 века. А совсем недавно запустили еще 2 предприятия – комбинат детского питания и мясоперерабатывающий комплекс. Пожарные. Кто эти бесстрашные люди? Как они приходят в профессию и всем ли доступно овладеть мастерством спасателя? Наш корреспондент Амина Бокова решила во всем разобраться. 15:45 на пульт диспетчера поступил очередной звонок о пожаре. 30 секунд на сборы и вперед на место ЧП. Каждая потерянная минута в пути может стоить человеческой жизни. С начала октября в Ингушетии зафиксированы десятки случаев пожара. В Назране, селении Агдалаково, Нижние Очелки и Нарки-Барсуки. Недавний пожар в коммерческом здании в Назране не стал исключением. В эпицентре событий оказался командир отделения Назрановской пожарно-спасательной части номер 1 Магомед Костоев. Спасать жизнь для него и его товарищей – призвание. А ведь пожарным Магомед стал совершенно случайно. Я не жалею, что я работаю в пожарном охране, так как помогаю людям, реагирую в ситуации, приходишь на помощь помогающим. Пожарная опасная профессия, поэтому у подразделения ведется жесткий отбор. Попасть сюда может далеко не каждый доброволец. Хорошая физическая подготовка – один из основных критериев. Это связано с тем, что пожарное оборудование зачастую не самое легкое. Например, полное оборудование пожарного весит до 30 килограмм. Горящий дом, там где задымление. У нас здесь воздух, дыхательный аппарат с сжатым воздухом. И есть кислородные баллоны, это называют даск, когда воздух доходит до красного. Это 50-55 бар. Начинается. Вот это дает сигнал, что вам необходимо, надо покинуть зону задымления. Начинается день счастливчиков, которые все же прошли отбор, всегда с построения и проверки личного состава. Порядки здесь прямо как в армии. И каждый сотрудник должен строго следовать приказам, которые ему отданы старшим по званию. Ведь от этого будет зависеть успех всей операции. Выезд разных лучабонных, скрытых улиц, сача, мышкая школа. Разен, чей-чей шашденц, ну, бег бацнеха. Стребех каянсан, это школа табонных, нормально. Неотъемлемая часть рабочего дня любого пожарного – это учение. Практически каждую смену проходят профилактические занятия по подготовке личного состава. Условия максимально приближены к реальным. Спасательные команды собирали еще в Древнем Египте и Римской империи. На Руси бороться с пожарами начали с конца XI века. Официально считается, что профессия пожарный в России возникла 30 апреля 1649 года. Именно в этот день царь Алексей Михайлович издал указ, в котором назначил ответственных за пожарную безопасность. Сейчас бригады пожарных есть в каждом регионе. Несмотря на постоянный риск и напряжение, которое рано или поздно сказывается на психике человека, молодые люди продолжают вкладывать все силы в это нелегкое дело. Пожарно-спасательный колледж ежегодно выпускает десятки специалистов, готовых рисковать каждый день собственной жизнью, чтобы спасти чужую. Амина Бокова, Светлана Томова, Новости 24. В интернате города Воинская Слава прошло мероприятие, приуроченное к 10-летию Малгобека. Здесь же в торжественной обстановке присягнули на верность новобранцы, юноармейцы. Каждому из них вручили отличительный знак. Репортаж Руслана Албагачиева. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России.
Для юных патриотов это не просто слова, а клятва верности своей родине, которой они так гордятся. В ряды юноармейцев в этот день вступает еще 11 школьников. Для Ибрагима Тариева этот момент самый волнительный. Я юноармеец, вступаю в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. И я горжусь, что вступил в юноармейские ряды. Тамара Булгучева – вдова участника Великой Отечественной войны. Ее супруг Магомед Булгучев – один из тех, кто стоял на защите Малгобека. Сегодня одна обращается к подрастающему поколению, призывая любить свою родину. Ведь больше 70 лет назад молодые ребята, что были не намного старше их самих, заплатили высокую цену ради мирного неба над головой. Вам только остается хорошо учиться и быть посредниками наших дорогих ушедших сыновей. Приняв присягу, юноармейцы спешат уже доказать, что достойны почетного звания. Я вообще очень хотела поступить в ряды юноармейцев. Я очень долго ждала этого момента. Вот я получила медаль. В концертной программе, приуроченной к десятилетию присвоения Малгобеку звания города воинской славы, ребята подошли со всей ответственностью. Краткий рассказ о подвигах участников Великой Отечественной войны, военно-патриотические песни звучат со сцены из уст новобранцев. Не забудьте страшных дней. Если вы смогли подняться в годину страшную, друзья, то что же нам мешает взяться всем миром за руки сейчас? Совсем недавно прошла торжественная часть посвящения 1000 человек. И вот эти дети, они не попали в это число. И поступило от них предложение, они изъявили желание, но и мы, конечно же, не могли обойти это стороной. Юнармия страны насчитывает более 125 тысяч патриотов. В Ингушетии в этих рядах 1350 ребят. Примкнуть к движению может каждый желающий, кто любит свою страну и родной край. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня Международный день белой трости. Он был учрежден 47 лет назад Международной федерацией слепых. А белая трость считается символом незрячего человека. То, что болезнь порой до предела обостряет чувства и способности, известно давно. Хамбор Манкеев, к примеру, пишет яркие полотна. Он обладает так называемым внутренним зрением. Свое мастерство Хамбор развивал с детства, и теперь каждая его картина вызывает восхищение у всех, кто знаком с его талантом. Зелимхан Калоев расскажет. В своей мастерской Хамбор Манкеев проводит большую часть времени. Здоровье позволяет различать лишь свет и тьму, а левый глаз и вовсе ничего не видит. Единственным спасением от отчаяния для слабовидящего стало рисование. Художник делится. Рисовал как одержимый. Круглые сутки проводил в поисках, экспериментировал с материалами и красками. Набросок будущей работы он готовит исключительно в собственном воображении, продумывая все до мельчайших деталей и пытаясь воспроизвести необычные и яркие краски. Маленькие детали, вот так я сделаю, вот. Вот близко посмотришь, вот я поймаю, вот так я рисую. Вот. Вот так я рисую, близко посмотрим его. Он начал рисовать еще в детстве, пока его друзья и сверстники играли на улице. Я всегда-то что-то копал, что-то там сделал. Ну, такой стиль был. Что-то натворить, что-то делать там. Интересные вещи. Чтобы необычные. У меня всегда был стиль, который необычные вещи делать своими руками. Материал, чтобы необычно были. Работа, что чистый, все актор у него, чтобы я был. У Хамбора 6 детей, все они также страдают от слабовидения. Застать дома съемочной группе их не удалось, но мастер поделился, что он и их научил рисовать картины, а младшая дочь и вовсе отдает предпочтение вязанию. Когда-то кто-то или человек, или дети, это, если учишь, это рисовать, это учиться могут, это не трудно. Сам дети бывает трудность, краска между собой разбавить, цвет почувствовать. Что, например, вот руки цвет, это цвет должен искать. Это не бывает на краске, например. Работа художника в основном зависит от концентрации и спокойствия, уверен Хамбор, ведь это залог качественной и хорошей картины. Если кого-то тебя обидел, или кого-то что-то ты слышал, или от него нервы поднялся, ни в коем случае близко подойти не надо ему. Когда ты спокойно, когда у тебя нормальное настроение, все, потом даже желание, и зайдешь по настроению. Если у тебя настроение плохое, значит картина плохой. Если у тебя настроение хорошее, значит картинка хорошая будет получаться. Это через тебя должен пройти все эти детали. Часто к мастеру обращаются соседи и знакомые, которые хотели бы брать у него уроки. Ведь почти незрячий художник не раз занимал первые места на различных выставках и конкурсах по всей России. В Москве я был в выставке, Республика Крым. Тоже занимался, там Кубок России первое место тоже.
по созданию, по творчеству художников. Потом Грозный были, у нас выставки, у нас тоже были выставки. Экспериментировать и творить в этой мастерской не перестают. Сейчас художник работает над новой картиной с использованием собственной методики. Своим мастерством художник-самоучка любит делиться со всем миром. Манкиев даже запустил канал на Ютубе, где рассказывает своим подписчикам, как создаются произведения искусства. Дикие кустарники, бывает обычно дерево. Впрочем, дома хранится лишь часть коллекции. Многие картины представлены в бизнес-инкубаторе. Предпочтение мастера отдает летнему горному пейзажу, но есть, конечно же, и снежные красоты. Вот моя работа после десятилетия. Просто десятилетия я первый был вверх. Многим очень трудно поверить в то, что почти незрячий человек может так искусно рисовать, ведь Хамбор Манкиев видит лишь одним глазом, и то всего на 6%. Этот человек яркий пример того, что ограниченные возможности и инвалидность – это диагноз, но не приговор. И каждый, кто хочет чего-то добиться, добьется этого, несмотря на любые обстоятельства и трудности. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире. Кто-то считает, что немецкое качество – это слишком дорого и потому недоступно. Это неправда, потому что теперь вы можете купить настоящий немецкий продукт в рассрочку на год, без предоплаты и переплаты. Окна Берта. Немецкий стандарт. Беспокоят сильные боли и ощущение тяжести в шейном отделе. Для лечения шейного остеохондроза ВИП-клиника Амина предлагает процедуру озонотерапия. Всего несколько процедур, и вы почувствуете ощутимое облегчение вплоть до полного исчезновения дискомфорта в шейном отделе. Гарантируем снижение болей даже после первой процедуры. Вы сами сможете убедиться в лечебном эффекте озонотерапии и по желанию продолжить курс лечения. Первая процедура будет проведена бесплатно. Оплата производится только со второй процедуры со скидкой по акции до конца октября. Адрес: город Назрань, улица Муталиева, дом 47А. Телефон 8 928 090 95 55. Идеальную ванную комнату вам поможет создать магазин сантехники. Огромный выбор ванн, джакузи, раковин и смесителей, мебель для ванных комнат, зеркала и аксессуары. Мы реализуем оборудование как в розницу, так и оптом. У нас можно заказать понравившуюся вам модель по каталогу. Приезжайте к нам, и наши цены не позволят уехать вам с пустыми руками. Наш адрес: город Назрань, улица Сулейменова, 17. Телефон 8 928 732 16 11. Мебельный салон «Беркат» представляет лучшие решения для комфортной работы в офисе и успешной учебы. Мы предлагаем большой ассортимент офисной мебели на любой бюджет. Письменные, компьютерные, ученические столы, кресла для руководителя и сотрудников. Удобство выбора, различная ценовая политика, бесплатная сборка и доставка в пределах республики. Дисконтные карты и постоянно действующие скидки делают покупку в мебельном салоне «Беркат» максимально выгодной для каждого нашего клиента. Ждем вас ежедневно без перерыва и выходных с 9 до 18 часов. Город Назрань, проспект Базоркина, 72. Телефон 77 14 04. Подробности на сайте berkat-mebel.ru. Строительная компания «Транссервис», генеральным директором которого является Галаев Альберт Асхабович, продает квартиры с ремонтом под ключ и в рассрочку сроком от года до 5 лет. По всем вопросам обращаться по телефону 8 938 008 70 88. Адрес: город Магаз, улица Назарбаева, 2. Нужно поставить импланты? Выезжать куда-то нет времени? Теперь нет необходимости тратить время и деньги. В Центре имплантации зубов DI ежемесячно приезжают самые опытные врачи России и проводят все виды имплантации зубов: синус-лифтинг,